В Афганистане продолжаются бои за провинцию Баглан. Ополченцам, противостоящим талибам, помогают отряды сопротивления из соседнего Паншерского ущелья. Сначала им удалось отбить 3 района. Были убиты и ранены десятки боевиков. Но спустя 2 дня Талибан, запрещено в России, заявил, что вернул контроль над провинцией. Продолжается и информационная война. Силы сопротивления сообщают о ликвидации 300 талибов в результате засады в провинции Баглан. По информации ополченцев, группу боевиков удалось заманить под шквальный огонь. Талибы эту информацию не подтвердили. Они по-прежнему призывают паншерцев сложить оружие. Сейчас провинция окружена. Однако лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что сдаваться не намерен. Несколько предыдущих попыток взять Паншерское ущелье штурмом обернулись неудачами. Боевики отступили на исходные позиции. Тем временем Масуд призвал Запад помочь региону оружием, боеприпасами и снаряжением и заявил о высоком боевом духе ополченцев. Я нахожусь в своем убежище в своей цитадели Паншерской долины. Люди Паншерской долины очень сплочены, и они хотят защищаться, сражаться и сопротивляться любому тоталитарному режиму, против любой религии, которая хочет навязать людям свою идеологию. Люди здесь лишь небольшая часть населения Афганистана, а по географии Паншер самая маленькая провинция во всем Афганистане. Но то, что мы отстаиваем прямо сейчас, это для всей страны. За суверенитет, за мир, за людей, за терпимость. Поддерживают сопротивление в Паншере и бывшие военнослужащие правительственной армии, те, кто не перешел на сторону талибов. В долину прибыли войска сына маршала Дустума, около 10 тысяч этнических узбеков из Мазари-Шарифа. По данным The Times, сейчас отряды сопротивления в Паншере насчитывают от 12 до 15 тысяч человек, а у Талибана 80 тысяч бойцов. У защитников Паншера, кроме стрелкового оружия, есть гранатометы, артиллерия, бронемашины и даже авиация. Ополченцы опубликовали кадры многоцелевых вертолетов Ми-17 в Паншере. Силы сопротивления начали авиационное патрулирование провинции. Паншер по праву можно назвать колыбелью сопротивления в стране. Провинцию не смогли полностью захватить ни советские войска, ни талибы, ни американцы. Это горный и труднодоступный район. Сюда одна дорога через узкий проход из района Черикар в соседней провинции Парван. Преимущество в бою дает само ущелье, идеально подходящее для ведения партизанской борьбы. Высокие горы, узкие переходы и множество пещер. Протяженность ущелья 115 километров, площадь более 3500 квадратных километров. Высота окружающих его гор от 2000 до 6000 метров над уровнем моря. Сейчас почти 99% населения провинции – этнические таджики. Местные жители живут за счет добычи лазурита и изумрудов. 10-ю часть драгоценностей отдают военным. Теперь и даже во время джихада единственный доход для маджахедов были изумруды, соль и другие минералы. И покойный Ахмад Шах Масуд позволял своему народу брать часть прибыли, а остальное использовалось для покупки вооружения. Ахмад Шах Масуд – отец нынешнего лидера сопротивления Ахмада Масуда, который, несмотря на защищенность долины, пытается разрешить ситуацию мирным путем. Он начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства, в состав которого должны войти выходцы из Паншера. Власть, которую будут представлять исключительно талибы, его не устраивает. Если Талибан создаст новое правительство, в котором помимо талибов будут и другие правительства, которое позволит им жить и позволит другим жить в мире и согласии, я думаю, это будет некоторый прогресс. Талибы на время переговоров обещали прекратить огонь, но они усиливают давление на защитников Паншера. В долине отключили мобильную связь, сообщило местное информационное агентство.
Также блокируют доступ к государственной системе подачи электроэнергии, однако люди пока обходятся той энергией, которую вырабатывают местные водяные электростанции. Кроме того, периодически перекрываются ведущие в регион дороги. Таким образом, боевики блокируют поставки продовольствия и топлива. Тем временем в Афганистане активизировались запрещенные в России террористические организации Аль-Каида и Исламское государство. Последняя взяла на себя ответственность за теракты в аэропорту Кабула, где погибли 169 афганцев и 13 военнослужащих США. В случае успешных переговоров с талибами силы сопротивления в Паншере готовы поддержать другие страны в борьбе с исламским государством. Об этом сообщил представитель сопротивления Фахим Дашти. Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате. Зависит от них. Исламское государство – враг талибов. Численность организации в Афганистане оценивается американцами примерно в 1500-2000 человек, которые находятся в основном в восточных провинциях Кунар и Нангархар на границе с Пакистаном. Напомнила о себе в Афганистане и еще одна запрещенная в России террористическая организация – Аль-Каида. Агентство Indian Today сообщило о якобы прибытии в Нангархар доктора Амина Уль-Хака. Амин Уль-Хак был помощником Усамы бен Ладена и отвечал за его безопасность. Ранее в движении «Талибан» заявили, что не позволят Аль-Каиде использовать подконтрольную талибам территорию. Согласно докладу экспертов ООН, Аль-Каида продолжает представлять угрозу для региона. В нем отмечается, что афганская территория рассматривается в качестве плацдарма для наращивания влияния на Центральную и Южную Азию и создания там Великого Халифата.